Благодаря помощи главы республики из фонда были выделены около 3 миллионов рублей, которые позволили спасателям приобрести необходимые современные машины для несения службы и оборудование, которое позволит оказывать качественную помощь гораздо быстрее. У спасателей счет всегда идет на минуты. С такой по-настоящему крутой техникой и работать станет гораздо легче. Спасать жизнь приходится в самых разных чрезвычайных ситуациях. Помощь бывает нужна как на равнине, так и в горной местности. Кому-то просто стало плохо, а кто-то заблудился. Новые машины в силах преодолеть любые трудности и доставить до пункта назначения. На средства из фонда главы республики было закуплено 2 единицы техники, как вы видите. Новая Нива у нас, это аварийно-спасательная машина, которая будет выезжать на чрезвычайные ситуации. И самое главное, автомашина Ford. Кстати, это первая машина за всю историю существования нашей службы, спасательной службы. Это первая машина иностранного производства. Очень хорошая машина. Поэтому, опять же, огромное спасибо главе республики. Управление республики по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций за год выполняет больше 3000 выездов. Техническая помощь ведомству была просто необходима. Были проблемы с альф-снаряжением спасательных отрядов. У нас 6 отрядов республики. Они расположены во всех городах и районах. Основные проблемы это были у нас нехватка альф-снаряжения. Последние 12-13 лет не было ни одного приобретенного имущества для альф-снаряжения, для проведения этих спасательных работ. Тем более сейчас у нас, как мы все знаем, происходит очень, можно сказать, даже массовый поток, приход туристов в горной части нашей республики. И в связи с этим хочется выразить и от личного состава аварийно-спасательной службы, от себя выразить благодарность главе республики Махмуду Алию Макшариповичу. Благодаря большой помощи из Национального фонда развития Ингушетии для спасательной службы закупили также необходимое оборудование для работы в горной местности республики. Здесь современная экипировка, костюмы для спасателей и не только. Вот как вы видите, нам было закуплено из фонда главы республики бензогенераторы, мотопомпы. Мотопомпы у нас недавно было наводнение в районе Очелков. Там у нас критически не хватало мотопомп. После заявки, то есть нашей заявки, глава республики, из фонда главы республики было закуплено 4 мотопомпы новые и 2 бензогенератора. Помимо этого нам закупили альп-снаряжение, как вы видите. Это спальные мешки, рюкзаки, веревки альпинистские, бинокли, обвязки. Ну вот, в принципе, альпинистское снаряжение, как вы видите. Приобрели также сооружения для спасения альпинистов. Даже профессионалы порой нуждаются в помощи спасателей. Спальные мешки, веревки, обвязки и не только. Это носилки «Океан» называется, спуск пассажиров с верхних этажей. И в горном месте используются носилки «Океан». Это очень дорогая и хорошая вещь, очень необходимая в нашей работе. Впервые за 13 лет проведен капитальный ремонт здания Карабулакской спасательной службы. Теперь сотрудники ведомства работают в уютных кабинетах. Полностью поменяли пол, отремонтировали молельную комнату, кабинет отдыха и кухню. Также укрепили крышу и каркас здания. На сегодняшний день здесь, где мы находимся, на территории поисково-спасательного отряда «Карабулак», здесь недавно был произведен капитальный ремонт и косметический ремонт здания и территории. То есть сегодня мы, как мы увидим, здесь произвели ремонт здания внутри, качественный кафель положили на пол. Сейчас намного лучше, намного удобнее уже. Как вы видите, красиво все, аккуратно. Капитальный ремонт также провели в зданиях спасательной службы Сунжи и Малгобека. Там полностью заменили пол, провели ремонт крыши и создали условия для полноценной работы. Лина Цычоева, Мухаммад Белакиев. Новости 24.